И добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения, как и всегда, в понедельник 19:30, программа «Не пропусти главное». Мы начинаем цикл прямых эфиров в эфире национального телевидения, посвященный грядущему Дню Республики, апофеозом которых станет, конечно же, прямая трансляция с торжественного собрания общественности, посвященного данной дате, и прямой эфир главы, который будет в нашем эфире 27 апреля. А сегодня мы бы хотели рассмотреть социально-экономические, некие философские, может быть, и какие-то законотворческие аспекты празднования данного дня. Мы начинаем. Олег Борисович, давайте я сломаю все стереотипы. Я прошу прощения от представителей экономического блока. Все-таки у нас Конституция, она вещь такая трансформируемая. Да? Всех, кстати, с грядущим Днем Республики. Конституция у нас вещь такая аморфная, можно сказать, гибкая, да, трансформируемая. Вот сейчас идет процесс изменений в Конституции. Вот вкратце о них и насколько оно будет заметно для общего, скажем, восприятия. Ну, здесь, вы знаете, я в некоторой степени хотел бы уточнение некоторое внести. Конституция, наоборот, в отличие от текущего законодательства, она отличается своей стабильностью. И она не подлежит какому-то трансформированию в текущем режиме, как это происходит с законодательством обычного уровня, да, действия. Конституционные нормы, они имеют определяющее значение для формирования всей государственной политики, определяют основы конституционного строя, закрепляют систему органов государственной власти, полномочия государства, характер взаимоотношений между обществом, человеком и государством. И для Конституции, наоборот, характерной является ее прочность, стабильность. И конституционная реформа, которая протекает в настоящее время, инициированная главой нашей республики, она направлена на адаптацию конституционных норм в соответствии с федеральным законодательством, которое изменяется и требует адекватной реакции от законодателя нашей республики. Вносимые поправки всем действующих конституционных статей, они не касаются блока социально-экономических отношений. Они направлены в основном на совершенствование государственного механизма управления. Там, в частности, определение взаимоотношений республики с федеральными органами государственной власти, видоизменения сахатранскрипции, которые вносятся в конституционные нормы, установление, касающееся закрепления государственных образовательных стандартов в соответствии с региональными и национальными особенностями республики, и нормы, направленные на оптимизацию состава Конституционного суда республики. Но для конституционной реформы современности, которая сегодня, значит, у нас осуществляется, является характерным именно на укрепление этой стабильности конституционных норм. Разумеется, Конституция — это тоже не догма. Конституция не имеет какого-то ортодоксального характера. Она должна соответствовать требованиям времени и быть адекватной современности, протекающим изменениям в обществе, и должна обеспечивать должна обеспечивать соответствующую правовую основу для дальнейшего эволюционного прогрессивного развития общества. Именно эти задачи и будут, вероятно, выполнены в ходе, скажем так, вот этих действий, которые протекают в данный момент. Это не сказывается каким-либо негативным образом на статусе государственности, может, нашей республики? Наша республика, как известно, является субъектом федерации, и для федеративного государства принципиальным отличием от государства унитарного является то, что административные территории, которые входят в состав федерации, они имеют собственную государственность, имеют политико-правовую самостоятельность.
в части решения тех вопросов, предметов ведения, которые делегированы Федеральной Конституцией субъектам, либо к совместному ведению с Федерацией. То есть отличительная особенность федеративного государства заключается в том, что у различных территорий имеется самостоятельность в сфере государственного управления тех или иных общественных отношений, которые складываются на ее территории в соответствии с региональными особенностями этого субъекта. И с этой целью субъектам федерации предоставляются соответствующие полномочия. И можно сказать, что субъекты федерации — это государственное образование, государственно-правовые политические образования, имеющие собственную политико-правовую самостоятельность, предметы ведения, публичную власть, собственную законодательную систему, бюджетную систему и обладает всеми атрибутами государственности, те, которые определены Федеральной Конституцией и обеспечивают выполнение региональных задач, достижение тех целей, которые поставлены законодателем в той или иной сфере общественных отношений. Общественных отношений. Хорошо. Я вот такой вот сухой довольно конституционный законнический блок поставил в самом начале, ну, поскольку, чтобы, может быть, немножко разграничить наш сегодняшний разговор. Да? Дата 22 год. У нас тема звучала как социально-экономический прогноз республики до 2030 года. Но в этой обширной довольно программе давайте поставим веху. Вот столетие республики, да, 2022 год. Какой республика будет встречать столетие своего образования? Вот эти направления давайте вот я попрошу все-таки прокомментировать исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства. Вот видение глобальное руководства исполнительной власти республики. Ну, прежде всего, конечно, я хотел бы отметить, что когда мы говорим о стратегическом планировании, у нас есть определенные вехи или определенные этапы нашего социально-экономического развития. В 2007 году, как вы все знаете, правительством Российской Федерации была одобрена схема развития производительных сил транспорта и энергетики республики на период до 2020 года. И в связи с изменением федерального законодательства и принятием в июне 2014 года федерального закона о стратегическом планировании в Российской Федерации, мы в этом году приступили к разработке нашей долгосрочной стратегии на период до 2030 года и целевого видения республики на период до 2050 года. И, конечно же, веха в истории нашей республики, столетие автономии или столетие со дня образования республики Саха-Якутия, она, конечно же, будет определенным экономическим этапом в развитии нашей республики. Но если говорить об основных индикаторах, это прежде всего, конечно, та задача, которая была поставлена главой Республики Саха-Якутия Егором Ивановичем Борисовым, это доведение численности населения до 1 миллиона человек. Это очень важная социальная задача, которую, я думаю, мы должны успешно решить, тем более, что если вот возвратиться к схеме 2020 и с момента начала реализации этой схемы 2020 мы уже видим хоть небольшое, но увеличение численности населения. Это как бы первый момент. Второй момент – это, конечно, показатели валового регионального продукта, который сегодня составляет, ну, в среднем на одного жителя республики порядка 700 тысяч рублей. И эту цифру мы также вот к этой исторической вехе к 2022 году должны довести до 1 миллиона рублей. То есть это фактически двухразовое увеличение объема ВРП в сопоставимых ценах. Это тоже колоссальная задача, решать которую мы будем с помощью реализации так называемых приоритетных инвестиционных проектов или крупных инвестиционных проектов, которые либо уже запущены, либо планируются к запуску. Ну, из таких самых крупных или глобальных проектов, конечно, хотел бы отметить газопровод «Сила Сибири», строительство которого продолжается на территории Якутии, и освоение Чаяндинского месторождения и в целом развитие нефтегазового комплекса. Но это не значит, что только вот эта отрасль нефтегазовый комплекс, она будет генерировать и объем дополнительной стоимости и делать свой вклад в ВРП, но и другие отрасли мы точно так же будем развивать. То есть не только, скажем, добывающая промышленность, не только связанные с ней отрасли,
но и другие направления. Хорошо. Я заметил, что у экономистов, равно как и у законников, тоже своя специфика в речи, в цифрах и так далее. Да? Если сравнивать, брать для населения, это реальные доходы населения, допустим, которые вот мой карман, Да. скажем так, меня тяготит. Да? Да. Как, если спроецировать на реальные доходы населения, как все это дело можно отразить? Отразится ли вообще на реальных доходах населения? Конечно, отразится. И я хотел бы прежде всего заметить, что все проекты, которые мы реализуем, их целевая задача не просто там получить прирост ВРП там, или прирост численности населения, или в конце концов прирост численности работающих. А прежде всего все наши цели и задачи, или главные цели нашей работы, которую мы делаем, и главная цель стратегии социально-экономического развития, это, конечно, повышение качества жизни. Повышение качества жизни через благоустройство жилья, через повышение доходов населения, через повышение заработной платы и решение других социальных задач, чтобы человек уже в новое историческое время или в новых экономических реалиях чувствовал себя свободно. Ну, да, тут многие говорят, что 21 век и печное отопление, скажем так, при текущих временных, экономических и прочих факторах, это, согласитесь, ну, Абсолютно с вами согласен. Более того, у нас порядка 15% объема жилищного фонда относится к категории ветхого и аварийного. И уровень благоустройства, особенно в сельской местности, он, конечно, близко или равен нулю. И, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы вот тот жилищный фонд, который сегодня существует, он был благоустроенным, и те решения, которые мы принимаем в тех же вопросах и жилищного строительства, и не только в сельской местности, вот они были бы направлены на максимальное благоустройство этих объектов. Но, к слову говоря, вы знаете о том, что текущий год, он объявлен годом благоустройства населенных пунктов, и мы предусмотрели ряд мер, которые вот как раз-таки позволяют начать решать эту проблему. И буквально сразу после рекламной паузы, которая неизбежно, опять же, прервет наш прямой эфир, мы продолжим разговор о том, каким видят экономисты, философы, законодатели, юристы, представители старой школы экономики, скажем тоже так, развитие нашей республики в 2022 году. Увидимся. Мы остановились на благоустройстве, на каких-то, ну скажем так, приземленных вещах с Алексеем Александровичем, но в качестве иллюстрации, вот справедливости, возможно, его слов, в пику, может быть, Виктору Николаевичу скажу, что я долгое время в прошлом году работал в Намском, улусе нашей республики, и там есть заречные наслега, да? Да. Кобякон, Фрунзе, значит, Вторых Амустах и так далее. Там чуть ли не поголовно, 100% дворов подключены к центральному отоплению, проведено благоустройство, проведено тотальное, скажем так. Да? И одна картинка. Там впервые за много-много лет начало увеличиваться количество населения. То есть молодые возвращаются обратно в село. Они находят там работу. Нет, безусловно. То есть вот как, да, вот это благоустройство, которое вроде как бы, вот травку там настелили во дворе, там воду провели, сделали, скажем так, санузел, ну, влияет же на жизнь, тем более на селе. Конечно, влияет, и когда мы повышаем качество жизни, особенно в сельской местности, это, конечно, является основополагающим фактором, когда в село возвращаются молодые люди, молодые специалисты. И эта политика, которую проводит и глава Республики Саха-Якутия, и правительство республики в целом, она вот как раз-таки направлена на создание условий повышения качества жизни с тем, чтобы молодые специалисты и специалисты высокой категории, они возвращались из городов и работали, и создавали новые производства именно в сельской местности. Именно в сельской местности. Ну, газификация, вот, которую мы во время рекламной паузы затронули, возможно, один из ключевых факторов в этом направлении, то есть, еще раз говорю, от приземленного к чуть высокому, да, то есть сфера добычи и транспортировки газа — это все-таки зона промышленности, зона каких-то стратегических, возможно, вот как бы вначале в первом блоке сказали. Так что смешивать тут, наверное, стоимость какого-то газа для населения и вообще в целом газификацию региона, да, может, не стоит, Виктор?
Ну, я говорю, вот вы же говорите, отказывают В населению. деревнях многие отказываются от газа, потому что он дорог. Вот и все, что я сказал. А это действительно так и есть. Ну, газ дорог, потому что нет крупных потребителей. Наша система газотранспортная достаточно разветвленная, а газифицировать, соответственно, трубу тянуть достаточно большую, инвестиционные расходы значительные. Это все, естественно, ложится на тариф. В этой связи, естественно, нам нужно, вот как Алексей Александрович сказал про стратегию 2020, помимо поддержания базовых отраслей, соответственно, развивать переработку. И если будут крупные потребители того же газа, да, то загрузка трубы будет больше. Это позволит, соответственно, выделять деньги и на ее ремонт, и на, соответственно, расширение данной сети. И это, безусловно, повлияет на снижение тарифа. Поэтому... Ну, как только у нас появляются крупные, скажем так, проекты по той же газохимии, да, у нас начинаются процессы какие-то бурления, не хотим и все тут. Да? То есть, вроде... Ну, это разные вещи, я бы тут как бы не сопоставлял бы фику, да. Мы сейчас говорим об экономической категории, как тарифы для населения, да. Но, к слову говоря, я просто хотел бы отметить, что вот по итогам 2015 года у нас уровень оплаты населением от экономически обоснованных тарифов составляет порядка 34%. Что это, по-простому говоря, означает? Это говорит о том, что 66% экономически обоснованного тарифа оплачивает государство. То есть государство помогает своему населению. И из 85 субъектов Российской Федерации, но можно на пальцах пересчитать, кто проводит такую социальную политику. В среднем по стране уровень окупаемости более 60%. Есть регионы, где окупаемость составляет 100%. То есть, по сути дела, уже давным-давно потребители с поставщиками услуг один на один. Вот. Эта схема, так называемое реформирование жилищно-коммунального хозяйства, если вы помните, была запущена еще в 1997 году. Был принят 425-й указ президента Российской Федерации, который так и назывался «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства». И в последующем все субъекты, в том числе и Якутия, должна была привести тарифы на жилищно-коммунальные услуги до 100% экономически обоснованного тарифа. Но мы понимаем о том, что в условиях Якутии, где 10 месяцев зимы, а есть районы, где 365 дней в году продолжается и не останавливается отопительный сезон, сделать это невозможно. Мы просчитывали эти тарифы, и в ряде районов у нас экономически обоснованный тариф с одной стандартной квартиры составлял порядка 40, где-то и 45 тысяч рублей. Это колоссальная сумма, неподъемная сумма для населения, и поэтому мы проводим эту политику. Но, тем не менее, в реальных экономических условиях мы, конечно, будем и это направление пересматривать, но с учетом, опять же, интересов населения. И вот трансформировать с тарифов на ЖКХ на тарифы на природный газ, хотел бы сказать, что, конечно, мы в какой-то мере заложники вот большой территории Республики Саха-Якутия, которая требует, та же прокладка газопроводов, которая составляет сотни километров. А в целом газотранспортная система на сегодня порядка даже более 6 тысяч километров со всеми распределительными сетями. И, конечно, при таком объеме населения, соответственно, объем потребления у нас не самый высокий. И, конечно, в пересчете на 1000 кубических метров получается достаточно высокий тариф. Но, к слову говоря, он не самый высокий в Российской Федерации, но, тем не менее, для каждого жителя республики, особенно жителя в сельской местности, это достаточно высокий тариф. Мы это понимаем, но тем не менее также понимаем о том, что за блага тоже нужно платить. Поэтому тот тариф, который сегодня существует, он все-таки, повторюсь, экономически обоснован. То, что касается большой территории, огромной, скажу просто, несоизмеримых, несуществующих в мире территорий субъекта, да, нашего, тут, наверное, транспортный вопрос стоит наиболее, скажем, остро и в плане и каких-то логистических аспектов, и в плане того, что человек просто может выехать из одного населенного пункта и достичь другого населенного пункта в комфорте, безопасности. Да? Транспортный вопрос. Давайте вот этого вопроса тоже немножко коснемся, поскольку хорошие дороги всегда являются мерилом неким развития государства.
Абсолютно с вами согласен. Сегодня мы можем сказать, что лишь только порядка 11% общей территории нашей республики имеет так называемую круглогодичную транспортную доступность. А в целом объем автомобильных дорог, включая так называемые временные автомобильные дороги или автоземники, по-простому, как мы называем, в республике порядка 36 тысяч километров, из которых дороги такого, ну, грунтовые дороги или дороги с твердым покрытием составляют лишь порядка 10 тысяч километров. Все остальное это дороги временные или автоземники. Объем дорожного фонда в год у нас составляет 3,7 миллиардов рублей. И можно, ну, легко поделить и получить, какие расходы мы сегодня имеем на содержание, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог. И, конечно, об этом мы всегда говорим и стремимся к тому, чтобы эти средства с каждым годом увеличивать. Это во-первых. Во-вторых, конечно, без развития авиации на такой большой территории, которая занимает наша Якутия, это сделать невозможно. Да? И, наверное, многие жители нашей республики видели вчерашний сюжет в программе «Вести недели», где вот как раз-таки с критической точки зрения говорили о высоких тарифах на авиацию и высоких тарифах на авиационное обслуживание. Где-то справедливая доля истины есть в том, что говорилось, но с другой стороны, давайте вот посмотрим, а почему, собственно говоря, такие высокие тарифы и почему такие высокие тарифы на авиационное обслуживание в аэропортах Севера. Ну, согласитесь, вот по-простому говоря, есть здание аэропорта, его надо содержать, 9 месяцев в году надо платить за отопление. Так, люди, которые там работают, уборщицы, которые там убирают, рабочие, которые там убирают, те же там водители специализированного автотранспорта, им надо платить заработную плату. Надо обеспечивать требования авиационной безопасности. Мы обязаны держать там при прилете авиационных рейсов по 2 автомашины пожарные. Это же все как бы ложится в стоимость. При этом только 2 рейса в неделю. В пересчете на единицу, конечно, это будут очень высокие тарифы. Не понимать этого невозможно. И это объективная данность, которая сегодня существует. Но можно задать вопрос, почему вы не увеличите количество рейсов. Да, но мы говорим о том, что нет такого пассажиропотока. Если в советский период все это дело датировалось государством, то сегодня государство говорит, что внутрирегиональные перевозки – это прерогатива субъекта Российской Федерации, так как это написано в 184-м федеральном законе. Вот, да, и, естественно, мы предусматриваем средства на поддержку региональных авиакомпаний и субсидирование тарифов, но у нас помимо внутрирегиональных есть еще и межрайонные перевозки. Поэтому мы вот исходя из тех возможностей, которые имеет региональный бюджет, в общем-то поддерживаем это направление. Да, Виктор Николаевич, пожалуйста. Возразить? Да. Да, Николай Николаевич. Алексей Александрович хорошо говорит, но он не хочет раскрыть. Себестоимость тарифа 53% это налоги Российской Федерации. И Российская Федерация никак не хочет снижать эти налоги. Почему, как говорится, другие государства снижают эти налоги? Потому что от этого всему народному хозяйству будет выгодно. А когда родное государство щиплет изо всех сил до боли, когда появится у простого народа что-то куда-то перевозить. Вы говорите, эти перевозки невозможны, потому что нету потребителей, необходимости возить, потому что очень дорогие тарифы. Если Замкнутый круг тарифы, получается, да? то они будут востребованы, эти перевозки, потому что на севере нет другого транспорта. Если я от Якутска до Черского буду почти месяц, да, и в этом случае я перегружаю на автомобильный транспорт, который, если до Черского доберется, в год всего-навсего 2 раза. И через 2 года уже машины не будет. И я экономист, проработал столько, сколько
никто по возрасту не дошел до моего стажа. Можно еще заметить? У вас противоречие получается. Вы сказали, что аэропорт, ну, так дорогие тарифы, потому что в аэропортах платим уборщицам, платим охранникам, и при этом вы говорите, что одна из задач республики довести до миллиона. А чем они будут заниматься, если это упрек? Если у нас вся оптимизация заключается в том, что увольнять, увольнять, увольнять. Зачем тогда, например, повышать численность населения, если сейчас уже получается, что мы, как вот вы выразились, вынуждены платить людям? И буквально опять рекламная пауза. Только-только разворачивающийся довольно острый разговор прерывает. Увидимся сразу после рекламной паузы. Я продолжаю транслировать то, что происходит в перерывах на рекламные паузы. Мы тут сошлись на мнении о том, что все-таки у нас социально ориентированный, вернее, вектор государства, он более социальный, скажем, на население. И Валерий Борисович, возможно, я с ним поспорю, и он говорит, нужно всех вывозить из зоны северов. Я не говорю, что вывозить. Это логика такая получается. Если мы осваивать не можем, если бюджетников упрекает. Причем сейчас вот в кулуарах бюджетников упрекал бюджетник, между прочим. Тоже за зарплате же сидит человек. Вы же не производите какой-то продукт, и вы не производите продукт, и я не произвожу конкретный какой-то продукт. Но все, в принципе, мы работаем, все мы, в принципе, получаем зарплату, с этой зарплаты у нас идут налоги, и я же еще и виноват в том, что какие-то там, ну давайте тогда договоримся честно, тогда закрываем всю социалку, вывозим, а тогда, извиняюсь, студенческий вопрос, а нафиг тогда все это государство тогда? Ну, во-первых, никто такую целевую задачу не ставит. Нет, понятно, кто ее поставит, это перед выборами Вы поставить такую перед тем, задачу, как самоубийство. мы ушли на перерыв, задали вопрос, зачем увеличивать численность до миллиона, если, скажем, будто не надо увеличивать количество рейсов. Ну, фраза была такая, да? А я говорю, как раз-таки для этого и надо увеличивать численность населения с тем, чтобы частоту вылетов, частоту рейсов увеличивать и тем самым снижать стоимость одного авиационного часа. Это вот как бы целевая задача. То, что касается работников бюджетного сектора экономики, то правительство никогда не ставило такой целевой задачи все оптимизировать и все сократить. Правительство всегда говорило лишь о повышении эффективности этих бюджетных расходов с тем, чтобы каждый бюджетный рубль, он был эффективным. Тем более, что И по эта административной задача реформе вы очень- по результатам работаете уже 14 лет. Вы по результатам, в результате административной реформы. Вот вы как раз, вот, в принципе, и должны прежде всего самих себя оценивать с точки зрения эффективности. Согласен с вами. Это как в той поговорке, что рыба гниет с головы, да, согласен. Но согласитесь, что в отношении органов власти с точки зрения оптимизации работы проводятся на постоянной основе, да? И поэтому мы тут как раз-таки с себя и начинаем. Вот. А что касается уже большего круга участников этого процесса, то мы к каждому решению подходим достаточно скрупулезно с тем, чтобы принять решение не только там, скажем, какие-то задачи или вопросы, связанные с оптимизацией, а конкретно что делать с теми людьми, которые будут высвобождены. Это не простая задача. И, естественно, значит, когда мы принимаем такого рода решения, мы всегда взвешиваем все за и против. Ну, я согласен. Мне кажется, вот у нас действительно надо договориться о том, что в республике, если идем в пределы каких-то возможностей, вот мы говорим, хорошие дороги, мерзлоту никто не отменял. Хорошие дороги в городе Якутске практически сейчас невозможно, потому что такая теплоотдача от домов идет, там постоянно грунт, и, в принципе, то, что в пределах возможного, я согласен, кстати говоря, я вот не говорю, что у нас правительство плохо работает. Вот есть, наверное, пределы возможностей. Это климат, география, ну, сейчас вот турбулентность политическая, экономическая во всем мире, на которой мы, к сожалению, с вами не в вакууме развиваемся, мы часть Российской Федерации, часть мирового пространства, а сейчас процессы, которые в мире идут, они, они опасные. Да. Тем не менее, проект китайского моста, который, ну, можем сказать, показатель какой-то, да, то есть вековая мечта, может быть, народа, который проживает по одну сторону, скажем, великой нашей реки. Алексей Сергеевич, все-таки, да, возвращаясь немножко... Мост не китайский, заметьте. Нет, ну, китайский, он как бы ярлык получается, да, проект, который при помощи китайских наших товарищей. Давайте вот немножко еще о значении вот этого проекта, который решит, ну, довольно большую транспортную проблему. Ну, действительно, мы сегодня же говорим о столетии Республики Саха-Якутия. И мост, он действительно бы украсил это мероприятие. И с точки зрения
привлечения инвестиций, это также был бы такой достаточно флагманский проект, да, потому что если мы реализуем этот проект, а он достаточно капиталоемкий, достаточно знаковый, то это был бы показатель, в принципе, и для других, соответственно, инвесторов, для того, чтобы они также приходили, соответственно, в республику и реализовывали другие проекты, которые нам нужны. Реализация моста, она действительно могла бы помочь реализовать вот нашу вековую вот эту проблему того, как попасть на другой берег реки, которая еще там, как в прошлый раз мы на встрече говорили, еще со времен там казаков беспокоит наше население. И помочь, соответственно, с доставкой грузов в наши северно-арктические районы, да, обеспечить большую безопасность и экономию. Экономическую безопасность в том числе, да? Да. В Якутске проживает 1/3 часть республики. Стараемся больше, скажем так, в меру своих сил, чтобы больше проживало в Якутске. Тут у меня взыгрывает некий патриотизм. Да? А почему китайцы-то? Почему вот своих, что ли, не нашлось? Ну, я думаю, здесь... Не нашлось, скажи. Ну да, действительно, зачем заводить рак за камень? Конкурс уже проводился в 2014 году, и благодаря различным внешнеполитическим и геополитическим, соответственно, обстоятельствам его реализация на тот момент была отложена в связи с тем, что действительно денег на тот момент на его реализацию не было. Да? Соответственно, сейчас мы говорим о том, что инвестор придет и начнет строить за свой счет полностью, да, а мы начнем возвращать только с определенного периода времени, да, там, с 2021-2022 года. И привлечение инвестора, она больше вызвана действительно финансовыми, наверное, больше вопросами, а не тем, что мы сами не можем. Те китайские инвесторы, которые уже приезжали к нам, и с которыми мы проводили и переговоры, и показывали им объекты, они, безусловно, будут привлекать наших местных и субподрядчиков, и наши местные проектные институты, потому что без нашего опыта реализовать его невозможно. Какими замечательными бы ни были там китайцы, трудолюбивыми и так далее, но наука — дело такая тонкая, без науки. Но мы с вами вместе тут никак. были, когда мерзлотоведы наши говорили, что они все равно в любом случае к нам обратятся из-за разработки. Безусловно. Да, безусловно. Тут еще такое. То, что Валерий Борисович говорил, что республика не в отрыве, не в вакууме каком-то существует, все вот эти мировые какие-то геополитические и прочие процессы, они накладывают отпечаток. Вот была же программа «Детские сады» по программе Всемирного банка. Да? Сейчас она очень, скажем, компактно развернута, в 16, получается, районах на принципах государственно-частного партнерства строятся детские сады. Да? Мы чуть А при чем без Ну, банка? это немножко... Но без банка. Мы Банк уехал. реализовали Да. только без банка. Нет, Это немножко как бы другие проекты. На самом деле... это социальный проект. Нет, это социальный проект, и действительно у нас есть проект, который мы планировали реализовать с участием Всемирного банка, и практически мы в течение почти 4 лет провели колоссальную работу по уточнению, собственно, самих проектов, сам переговорный процесс достаточно долго шел, и осталось только решение за советом директоров Всемирного банка, но, к сожалению, против нашей стороны был введен так называемый санкционный список или экономические санкции, и это вот пока не позволяет нам продолжить или начать, собственно говоря, реализацию этого проекта. Нет, ну мы же сказали, слышим, да, проекты ГЧП, забита первая свая там. нет, Не, ну это наша совершенно инвестиция. другой проект, это совершенно другой Частные проект, это инвестиции, да. просто ГЧП. там вопросы связаны со строительством социальных объектов. Нами заключено 17 проектов на условиях или с применением механизма государственно-частного партнерства по строительству 28 социальных объектов. Этот проект реализуется на территории многих муниципальных образований, и, в общем-то, где-то уже стройки начались, где-то как бы идет закладка там так называемой золотой или первой сваи, и эта работа в плановом порядке продолжается. И возвращаясь, я прошу прощения за повтор, вот к проекту Всемирного банка, он уже как бы готовый, но мы ждем, скажем, таких изменений экономической ситуации. Кондиции, скажем, да? Ну, Какой-то. если в какой-то степени можно и Но выразить. все равно хотя бы с водоканалом-то удалось его реализовать, и Да, слава богу, в рублевом да, покрытии, да. что Но я там был удивился. Европейский банк. Реконструкции и Да, развития. а тут Всемирный банк, реконструкции и да. развития. Да? Это разные вещи. Международный- Это разные вещи. Ну, да. одни и те же люди там сидят. Ну, где-то да, там порядок одинаковый. Елена согласен. Анатольевна, все-таки по части стратегии, да, вот как и
направление вот транспортное, стратегические, центры стратегических исследований. Какая работа вот все-таки ставится во главу угла? Давайте вот так. Целый у нас отдельный, получается, институт, да, государственный, выделен под стратегические исследования. Ну, во-первых, мы изучаем основные тенденции, которые складываются на текущую ситуацию. Да? Вот в прошлом году, например, очень сложным был вопрос экономической ситуации в нашей стране, да, и в частности вот правительство утвердило список 69 предприятий системообразующих, да, от которых полностью, в общем-то, зависит в большей степени наша экономика, которые формируют рабочие места, формируют налоги, пополняют наш бюджет. И мы вот занимались мониторингом их ситуации, как они себя чувствуют. Мониторинг был ежемесячный. Ну и, соответственно, уже по итогам этого мониторинга мы предлагали свои, в общем-то, решения для правительства. Поэтому для нас это была очень сложная задача в прошлом году. И у нас, говорят, звонок нашего телезрителя. Говорите, вы в эфире. Да, добрый день, меня зовут Александр, я из Якутска. Я хотел бы задать вопрос. Почему нельзя распространить вот идею торов для инфраструктурных компаний? Ну, например, если вы говорите, что 53% это налоги, может быть, распространение этой идеи позволит снизить налоги для этих компаний. И второй вопрос. Есть ли какая-то программа по развитию информационных технологий, чтобы, ну, например, снизить стоимость тех или иных услуг, например, на серверах тех же? Ну, за счет, допустим, технологий не использовать, может быть, множество людей, а именно технологии использовать, там, в том числе интернет, например. Спасибо большое. Конечно, распространение условий территории опережающего социально-экономического развития или проектов, которые реализуются на таких территориях, на другие проекты мы рассматриваем. Но другой вопрос, то, что в соответствии с федеральным законом о территориях опережающего развития есть определенные требования. Это должно быть обязательно производство, это должна быть продукция с добавленной стоимостью, и то, что для создания такой продукции необходимо создавать условия, вот это как раз-таки идет и формирование инфраструктуры с участием государства. Поэтому мы, конечно, такие проекты рассматриваем, а распространить на все инфраструктурные проекты условия ТОРа в априори это невозможно, потому что эти требования установлены федеральным законом. Это во-первых. Что касается второго вопроса, то у нас есть государственная программа развития информационных технологий, и, конечно, мы рассматриваем различные варианты применения вот этих новых технологий, в том числе и в наших северных арктических полосах. Так, у меня один интересный вопрос. Давайте мы озвучим его, и потом перейдем к рекламе, и потом еще раз. Давайте озвучите. Так, речь идет о том, что республика, я говорил без микрофона, нищая. Почему? По площади 3 миллиона 80 тысяч квадратных километров. Николай Николаевич, давайте мы все-таки сейчас уйдем на рекламу, потом сразу после вернемся к вашему. Ради бога. Угу. Николай Николаевич, прервали на рекламу. Очень кратко сформулируйте ваш вопрос. Это первый вопрос. Значит, мы не располагаем средствами, потому что 0,14% территории принадлежит Якутии. Вот Александр Александрович хорошо знает. Остальное принадлежит федеральному центру. Это 447 тысяч квадратных километров. А кроме того, по Конституции нам положено недровые ресурсы наравне с федеральным центром. Что они дают? Нам дают пески, гравий, болото и прочее. Общераспространенные полезные ископаемые. Ну, именно культурно так говорят. Культурно так называется. Но на каком основании? Конституция все-таки выше, чем этот федеральные инструкции. Но не смей федеральную инструкцию нарушить. Понятно. Вот я вас приглашаю, чтобы все ополчились против этих несуразных
требований федерального центра. Давайте комментарии со стороны исполняющего обязанности первого заместителя. Ну, на самом деле, то, что касается Николай Николаевич, вы говорите правду, да? разграничения полномочий, или, скажем, вот когда мы говорим о недровых богатствах, вы знаете, что был так называемый принцип двух ключей. И одним Второй ключ вы месторождением потеряли. управлял как федеральный центр, так и региональный центр. Но я думаю, что у нас же жизнь меняется, и меняется федеративные отношения, и, в принципе, надо брать за данность то, что сегодня есть, и в реальных условиях уже выстраивать новые экономические отношения. А возможен, и я бы ответил, возможен ли возврат? Напрашивается вопрос к Госдуме, правильно, Российской Федерации. Этот Еще раз, вопрос нужно Алексей поднимать Александрович, там. в принципе, возможен ли возврат принципа двух ключей? в теории возможен. В теории возможно. При соблюдении каких условий? Да, нет, не при соблюдении условий. Наверное, вопрос как бы в данном контексте не должен звучать, а с точки зрения того, что правительство Российской Федерации и глава государства, да, вот последние годы уделяют очень серьезное внимание вопросам развития Арктики. И вот как раз вот под этим сегментом, в принципе, на мой взгляд, возможен и пересмотр существующего положения. Вот, да, и, конечно, вот прав Виктор Николаевич, говоря о том, что вопрос требует рассмотрения на Государственной Думе, я бы попросил его прокомментировать Вопрос в требует этой части. внесения изменений в закон о недрах. Да. Второй ключ. То есть мы должны при выделении лицензионных соглашений ставить свои же условия. Вот осваиваешь ты сразу месторождение, включайся в такой-то вопрос. Раз. Во-вторых, распределение НДПИ. На налог на добычу полезных ископаемых 100% поступает в федеральный бюджет. Правильно говорит наш коллега, а нам только остается общераспространенные полезные ископаемые. Песок и глина. Я был в деревнях, и так разговор вели, и люди говорят, не дай бог у нас что-то откроют. Ничего хорошего это нам не принесет в сегодняшней ситуации. Налоги не получим, все уйдет в центр, землю все испортят, речки изгадят и уйдут. И что останется? Вот какой вопрос сегодня актуально стоит в Республике Саха-Якутия. И стратегия 2030 должна строиться на том, что основное наше богатство – это все-таки сама природа, а не природный ресурс. Я пытаюсь это донести. Вы понимаете, только дорожает чистая вода, чистый воздух, зеленая экологическая продукция, это только дорожает. Нефть сейчас дешевле чистой воды. Вот стратегически до 30-го года Республика Саха-Якутия должна определиться со своим местом и в федеральном устройстве Российской Федерации, и в мировой системе, какие наши конкурентные преимущества. Они у нас одни, наши уникальные природные условия. И исходя из этого нужно строить стратегию 2030, 2050. Мы уже обсуждали на нашем комитете этот вопрос. Алексей Александрович еще тогда работал в другом, в Москве работал. И нужно вернуться к этому вопросу. И у депутатов однозначное мнение. Целевая функция выстроена. Комфортное, благоприятное проживание жителей Республики Саха-Якутия. Но нужно наложить ограничения определенно. Задача нелинейного программирования решается только в том случае, если будут наложены определенные ограничения. Правильно? Ограничения простые. При социализме было очень интересный принцип. Это основное звено в цепи событий. Этим звеном остается все-таки в данное время это средство, которым я должен располагать. Ну, я несколько соглашусь. Мы все-таки входим в постиндустриальное общество, мне Но кажется. не И- имеет и значения. вопрос стратегии развития 2020, она больше базировалась на таких, честно говоря, сталинских механизмах строительства государственности. От них надо уходить. Абсолютно с вами согласен. Молодец, со всеми согласен. Ну, во-первых, работа такая, да? Значит, где-то надо и компромисс искать, где-то надо соглашаться, да? Но с другой стороны, хотел бы сказать, что вы правы с точки зрения того, что конкурентные преимущества. Мы должны для себя определить нишу, которую мы занимаем сегодня. Ну, не определяем, а просто анализируем, где мы сегодня находимся, и, соответственно, должны определить ту нишу, которая будет в 2030-м, 2050-м и так дальше. Да. Но при этом хотел бы сказать, что вот если мы для себя возьмем вот тот лозунг, ну, насколько правильно я вас понял, с точки зрения того, что все только сохранять и ничего нового развивать, то, естественно, и развития никакого не будет. Да? Вот. Мы должны как раз таки подходить к этому вопросу достаточно тонко, если можно так выразиться, да, и очень так скрупулезно смотреть каждый проект с точки зрения того, как этот проект влияет на конкретного жителя республики и, конечно же, на окружающую среду, на нашу природу. И когда мы вот этот баланс будем соблюдать, я думаю, что будут довольны и все. Тот, кто реализует проект, соответственно, да, и мы как жители республики. Вот соблюдение вот этого баланса, собственно говоря, ну, по-простому и должно стать вот основой нашей стратегии
республики до 30-го года и целевое видение до 50-го Уважаемые года. участники дискуссии, а в других регионах, где развита промышленность, где, допустим, хорошие экономические показатели, неужели они взяли и, грубо говоря, начхали на свои какие-то, тоже свои уникальные природные, скажем так, не ресурсы? совсем Да? так, просто надо понимать, что львиная доля действующей сегодня промышленности, она была создана и сформирована в 70-е, 80-е годы 20-го Когда и не столетия. спрашивали. Да. Тогда особо, честно говоря, не спрашивали. Равно как не спрашивали и у нас, и вот это пресловутое, их место и стало да, тоже пресловутый Татария, вопрос, вот промышленная когда республика. алмазодобывающая промышленность того периода, да, и ущерб, нанесенный водам Вилюя там и других рек, вот это вот точно так же, вот на Урале, например, да, где-то там еще, это так. Но сегодня законодательство совершенно другое, и требования совершенно другие. И поэтому в каждом проекте, который хочет на любой территории реализовать какой бы то ни был инвестор, есть отдельный раздел, который так и называется «Оценка воздействия на окружающую среду». Это как бы один момент. И второй существенный момент – реализация любого проекта, даже на стадии обоснования инвестиций, должны проходить так называемые публичные слушания. И если, соответственно, вот результат этих публичных слушаний, ну, Виктор Николаевич, это же законодатель прописал, так, не отрицательный, то, соответственно, проект он не будет реализован. Поэтому это очень важные вещи, которых раньше просто не было. А сегодня они в законодательстве То есть вопрос о прописаны. химзаводе практически снят, значит, у нас. Я так не сказал. Или заметьте, не я Общественное это слушание сказал. явно будет отрицательное. Может все-таки, скажем так, и упоминая и сталинизм, и поздний социализм, экономика потому и развивалась в те годы, что не было вот этого базара в виде публичных слушаний и так далее. Возможно, был диктат какой-то, Алексей Ну, Александрович? не совсем так. Нет, тогда никто не спрашивал. Точно Вот я и говорю. Во-первых, тогда никто не спрашивал, да, а во-вторых, все-таки была плановая экономика. Плановая экономика, и государство всем управляло. А сегодня все-таки есть частная собственность, и есть частный бизнес, и есть частный инвестор, и, естественно, мы с этим должны считаться. Вот это, собственно говоря, вот частная собственность, это и есть завоевание демократии, да, и демократического общества, в котором мы сегодня живем. И мы должны это уважать, но это не означает то, что, допустим, каждый там частный инвестор должен государству диктовать свои условия. Государство как орган публичный, скажем, да, имеющий определенные государственные мандаты и обязательства перед собственным населением, оно вот должно входить в хорошем смысле этого слова в диалог и выстраивать отношения таким образом, чтобы этот бизнес не навредил в конечном итоге населению того или иного региона. Ну, скажем, в этом отношении нам легче, да, то есть просчитывать, не навредит ли это меньшему количеству, все-таки это не 3-4 миллиона просчитывать, да? Нет, ну конечно. Еще раз всех дорогих наших участников поздравляю с грядущим Днем Республики. Это все-таки определенная дата, торжественная дата. Вы хотели еще что-то сказать? Время подошло, да? Мы хотели бы присоединиться, я думаю, от всех коллег, которые сегодня приняли участие вот в вашей передаче, поздравить всех жителей республики с наступающим Днем Республики и пожелать всем жителям республики, конечно же, здоровья, долгих лет жизни, и чтобы наша республика с нашей общей помощью процветала и была самым передовым регионом в нашей стране. Вот это я хотел бы пожелать. Спасибо. Виктор Николаевич, все-таки, говорят, минута осталась, если вы укладываетесь, 45 секунд даже. Да? Да. Ну, во-первых, должен тоже присоединиться Алексею Александровичу. Наши коллеги все хотели поздравить жителей республики с наступающим праздником. Мы активно в нем примем участие. Завтра у нас пленарное заседание. То, что поправки в Конституцию вносим, мы тоже аккуратно подходим. Примем в первом только чтении, потом еще раз пройдем слушание. Так что достаточно аккуратно относимся к Конституции нашей республики и будем ее защищать. С Днем Республики, дорогие якутяне, и на этом мы завершаем наш эфир. Не пропусти главное, в котором мы рассматривали социально-экономические аспекты развития нашей республики. Увидимся.